требует чистка цепи, чистка звездочек. Так в Казанской социальной мастерской принимают старые велосипеды, приводят их в порядок и затем дарят детям. Благодаря грантовой помощи это начинание осчастливило более 1000 ребятишек. Мы поняли, что это очень необходимый социальный проект, и что данная ниша в нашей республике, да, и в России, она свободна, и что мы можем такой огромный гуманитарный благотворительный вклад внести. Благотворительный фонд «Сила в детях» помогает ребятам с ограниченными возможностями. С малышами бесплатно занимаются массажисты, логопеды, психологи. Выигранные гранты помогают закупать новое оборудование. В минувшем году реабилитацию прошли 500 детей. Мы даем возможность детям, не говорящим, заговорить, детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учим их вставать, садиться, держать голову, ходить. Сейчас в Татарстане работает 1500 различных некоммерческих организаций. В 2014 году «Единая Россия» инициировала конкурс на поддержку таких социально значимых инициатив. Для неравнодушных татарстанцев ежегодно из бюджета республики выделяется 35 миллионов рублей. Сегодня на встрече с руководителями НКО Фарид Мухаммедшин объявил о старте конкурса этого года. 35 миллионов рублей распоряжение Кабинета министров, которые будут опять через гранты, через тендеры, как мы говорим, раздаваться для того, чтобы решать самые насущные проблемы людей. Здесь и занятость тех, кто этим делом занимается во имя и для людей. Это и благие дела, которые остаются после решения проблем. Поздравляю. Сегодня благодарственными письмами отметили победителей конкурсов прошлых лет. В 2017 году их было 112, в 2018 – 113. Это НКО почти из всех районов республики. Дату начала приема заявок на конкурс этого года, а также все нюансы организаторы обещают огласить в ближайшее время. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.